Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки. Слова на татарском выучить не хотите ли? Это программа «Брыгаля Пиряник». Учим вместе. В этой программе мы изучаем слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в первой команде Раида Даутова, ее папа Арслан. Здравствуйте. А во второй Амир Фахруддинов вместе с папой Рифкатом. Здравствуйте. Раида сейчас учится во 2 классе, с 5 лет занимается хореографией, а с этого года посещает художественную школу. Очень ласковая, заботливая и артистичная, любит готовить оладьи, заботиться о животных и помогать маме по дому. Раида, скажи, пожалуйста, какие дела ты делаешь дома? Как маме помогаешь? Ну, если мамы нету, много посуды, помою немного. Так, а немножко только помоешь, да? Остальное оставишь маме. Так, а убираешься дома? Ну, полы мою. Уже? Ничего себе. А оладушки кто научил готовить? Никто. Сама научилась? То есть взяла книгу рецептов такая. Хочу готовить оладьи. Полистала и все приготовила. Но первый блин комом все-таки был. Получилось с первого раза? Нет. Нет, не с первого раза. Но все всегда обязательно получается. А расскажи, в будущем кем хочешь стать? Ну, делать макияж. То есть ты будешь визажист. Окей, давайте узнаем у папы. Арслан, скажите, пожалуйста, вы как видите ее будущее? Ну, скорее всего, по ее талантам, либо это будет дизайнер, потому что она хорошо рисует, у нее хорошее видение, и также ходит в художественную школу по изобразительному искусству. Хорошо получается, и мне кажется, в дальнейшем будет дизайнер хороший. Ну, посмотрим, что получится. Главное, чтобы человек был хороший. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Удачи вам в игре. И знакомимся с еще одним героем нашей программы. Его зовут Амир, ему 8 лет. Он очень спортивный, подвижный мальчик, поэтому с самого детства занимается теннисом и очень любит свои тренировки. Амир обожает яркие цвета и картины, особенно ходить на выставки в музее. Он посещает кружок рисования и постоянно участвует в конкурсах рисования. Больше всего Амиру нравится слушать иностранные песни и подпевать. У него это хорошо получается, ведь он изучает английский язык и в совершенстве хочет владеть им, когда станет взрослым. Амир во всем старается быть похожим на папу, так как папа большой пример для мальчика. Амир, ты еще очень добрый, ласковый ребенок, любишь животных, да? Каких животных любишь? Ну, я люблю собак, кошек, сурикатов. Сурикатов? Енотов. О, Да. а кого хотел бы себе? Есть животные домашние? Да. Кто? Сурикат. Сурикат? Как зовут? Джульен. Жульен, расскажи, пожалуйста, как правильно нужно ухаживать за сурикатом? Потому что это очень редко встречающееся явление, чтобы сурикат был дома. Мы ему туалет придумали лоток. Что кушает сурикат? Йогурты, огуречики, там яблоко, мясо, там еще что-то. Ну, кусается? Ну, до крови, может, немного докусить. Если кушать не положил, да? Он тебя кусал? Ну да, кусал. Но это значит, что нужно хорошо относиться Ну к да, животным. да. Они же просто так не кусаются. Скажи, пожалуйста, вот ты любишь рисовать, да? Какой вид, стиль рисования тебе больше всего нравится? Ну, мне нравится придумывать всякие картины. Ну, картина, а что больше нравится? Портреты, натюрморты, пейзажи? Портреты. Портреты? Кого чаще рисуешь? Ну, если какой-то праздник, я рисую для, ну, например, 8 марта. Я рисую маму, там для кого-то. На папин праздник пап? Да, да. Все понятно с тобой. Рифкат, скажите, пожалуйста, откуда такое увлечение рисованием? Мама любит рисовать. Мама любит. любит. Значит, от мамы пошло. Помогает вам? Мы обычно отдыхаем на даче, и как раз вот то, что сказал, собаки, кошки, енот, это как раз есть у нас на даче, и он с ними играется. Ничего себе. У нас 7 собак, и вот мы с ними вместе играем и ходим, ухаживаем. Как вообще удается время находить, каждому уделять внимание? Но это еще мало, у нас есть и чернобурки, и песцы, и лисы, и страусы, и лошади. То есть у нас маленький свой зоопарк, и как раз вот ему очень интересно ухаживать за ними. И поэтому оттуда пошло это все. Понятно. На этом наша программа завершена, мы идем в зоопарк. Друзья мои, нет, шучу. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Удачи вам, вы большие молодцы. А мы начинаем нашу программу, а вот тему мы узнаем в первом туре.
Первый тур программы называется «Жауаптап. Найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных людях, вещах, явлениях, предметах там, и так далее и тому подобное. Ваша задача угадать, о чем идет речь. Каждой команде поочередно будет свой вопрос. С кого начнем? Или с нас? С кого? Нет, если Давайте как, выступать- давайте А как если мужчины выступать как возьмем мужчины, себе возьмем, да. ответственность в руки. Возьмем. Поэтому начнем. Амир, с тебя. Смотрим внимательно и угадываем. Их хранят в магазинах. Людям без этого не обойтись. Даже собаки носят, чтобы не быть голыми. Шорты, юбки, платья. У моих кукол она тоже есть. Это шьют в мастерской, Они еще бывают для собак. которые можно одевать. Так, Амир, как ты думаешь, что это? Это одежда для собак? Ну, вообще, общая Просто одежда. одежда. Я принимаю этот вариант ответа. Это правильный ответ. Молодцы. Одежда по-татарски кием солом. Именно об одежде, не просто об одежде, а о зимней одежде мы будем говорить сегодня в нашей программе. Раида, следующий вопрос для тебя. Смотрим внимательно. Вот у меня, например, они внизу, они у меня серенькие, а вот наверху у меня они желтенькие, и такая зелененькая, блестящая. И в сугробах они не дают замерзать ногам. Это сапоги, чтобы не замерзнуть детям. Чаще всего они бывают у Деда Мороза. Говорят, что они очень теплые, особенно если на них галоши одеть. Я еще не пробовала, но у меня они есть. Итак, что же это интересно, Раида? Валенки? Валенки? У тебя есть валенки? Нет. Нет? Почему? Ну, были в Выросла детстве. Уже выросла. Но, несмотря на то, что выросла, валенки, кстати говоря, на самом деле очень сильно помогают сохранить тепло в ногах. Это правильный ответ. Молодцы. Валенки по-татарски киезитек. Амир, продолжаем с тобой. Смотрим внимательно. Резиновыми сапогами и со штанами. Они очень дорогие, но у моей мамы 2. Одевают зимой, в январе. Бывают искусственные, бывают натуральные. Рукава вот такие длинные. Итак, Амир, что же это? Что за предмет одежды? Шуба? Шуба? Уверен? У мамы есть шуба? Ну да. Много? Мало. Мало? Когда вырастешь, обязательно подари маме шубу. Это правильный ответ. Это шуба. Шуба по-татарски тун. Раида, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим. Бывает с ушками вот здесь внизу, а иногда бывает вот здесь, как у кролика. Летом нельзя выходить в это. Может быть очень жарко. Создано из ткани. Нужно, чтобы у человека голова не замерзла. Мама постоянно ее заставляет одевать. Это закрывает уши. Они бывают с помпонами. Итак, Шапка. да? То есть ты думаешь, что это шапка? Я принимаю этот вариант ответа. А шапка по-татарски башлак. И, кстати говоря, в День матери прошел большой флешмоб, который называется «Мама, я в шапке». И все знаменитости и простые люди выкладывали фотографии в шапках, тем самым радовали маму. Поэтому, выходя на улицу, всегда одевайте шапку. На очереди пятый вопрос первого тура. Берем, пожалуйста, игрушки в руки. Сейчас расскажу, для чего они нам нужны. Важно сейчас до конца посмотреть вопрос. Как только он закончится, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Готовы? У них есть яблок, чтоб и них не терять. У Снегурочки такие маленькие и красивые, а у Деда Мороза такие большие. Летом будет жарко. Их сшили. Они нужны для рук, чтобы руки не замерзли. Итак, что же это за предмет одежды? Амир был быстрее. Варежки? Это правильный ответ, молодец. Варежки по-татарски бияляй. После первого тура пока лидируют у нас Амир и Рифкат. Впереди второй тур. Второй тур программы называется «Истеаколдер», но прежде чем начать, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Амир, как будет по-татарски одежда? Кием-салам. Кием-салам, верно. Раида, тебе слово «варежки». Белый. Бияляй, умница. Амир, валенки. Киеситек.
Киес и тек. Именно так. Раида, тебе достается слово шапка. Башлык. Вошло, хорошо. Амир, тебе слово шуба. Тун. Верно. Мы продолжаем нашу программу. Во втором туре участникам предстоит запомнить картинки, которые появятся на экране. У вас на это будет 15 секунд. Ваша задача запомнить расположение картинок. Готовы? Так, 15 секунд. Время пошло. Запоминаем. Итак, время вышло. На этот раз, Раида, начнем с тебя. Под каким номером, Раида, находится шапка башлак? 3. Номер 3. Открываем цифру 3 и проверяем. Там находится шапка. Молодец. Амир, следующий вопрос тебе. Где находятся валенки? Киезитек. Первое. Уверен? Да. Открываем ячейку номер 1, проверяем. Там находятся валенки. Молодец, 1 балл твоей команде. Раида, вопрос тебе. Где находятся варежки? Биелей. 2. Как думает папа? Да, 2. 2. Открываем ячейку номер 2. Там варежки. Молодцы. Итак, следующий вопрос, Амир, тебе. Одежда кием солом. 5. Номер 5. Номер 5. Уверенно отвечает Амир. Давайте проверять. Открываем ячейку номер 5. Молодец. Это одежда. На очереди 5-й вопрос второго тура. Возьмите вновь, пожалуйста, яблоко, ананас. Итак, как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и первым будет отвечать. Где находится шуба? Шун. Амир вновь был быстрее. Номер 4. Номер 4. Именно там находится шуба, по мнению Амира. Я принимаю этот вариант ответа. Не хочешь поменять? Нет. Давайте, открывайте цифру 4. Там шуба. Молодец, это правильный ответ. Как только я не пытаюсь путать наших участников, они не поддаются моим уговорам и все равно стоят на своем. Они молодцы. Второй тур программы завершен. Результаты его вы видите на своих экранах. Наша программа продолжается. Это программа «Бергаляп и Ряник». В этой программе мы учим слова на татарском языке. Давайте вспомним материал сегодняшнего занятия. Шуба, тун, одежда, кием солом, варежки, биялей, валенки, киезитек, шапка, башлык. В третьем туре участникам предстоит разгадать ребусы. Для каждой команды будет свой ребус. За правильно разгаданный ребус вы получаете 1 балл. На экране будут 3 картинки. Ваша задача назвать слово, которое их объединяет, и рассказать, как каждая картинка с этим словом связана. Готовы? С кого начнем? С какой команды? Если хотите, давайте. Раида, давай с тебя. Первый ребус для тебя. Внимательно смотрим на экран. И пробуем угадать. То есть называем слово, которое объединяет эти 3 картинки, рассказываем, как это слово связано с каждой из картинок. Девочек 3, которые зажигают свечи. Так, а что они делают, как ты думаешь? Гадают. Гадают, совершенно верно. Айболит. Айболит. И Это сказка «Куян-кызы». Так, вспоминаем эту сказку. И на 3-й картинке что мы видим? Шерсть. Так, теперь давайте попробуем узнать, какое слово объединяет все 3 картинки. Маленький, может быть. Валенки. Валенки. Принимаю ответ. Давайте теперь с каждой из картинок разберемся. Гадание и валенки. Что их связывает? Наверное, папа должен точно знать. Наверное, в зимнее время гадание. Да. Это гадание на валенках. Совершенно верно. Кидают валенок. Кто, Дальше кинет. кто первым поднимет, тот и будет суженым ряженым. Есть такое гадание. Здесь мама подарила валенки, а ребенок их не носил. Поэтому попал к айболиту. И шерсть. Тут самое простое. Валенки. Да, и шерсть. Из шерсти. Это правильный ответ. Это действительно валенки, киезитек. Молодцы. С трудом, но дали правильный ответ. Амир, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим ребус для тебя. Уши. Как сказка называется? Это сказка Красная шапочка. «Красная шапочка», да. Красная шапка. Шапочка. Значит, ответ шапка. Хорошо, давайте разбираться. Так, про красную шапочку мы уже сказали. Шапка, красная шапка.
Так, вот здесь. Как слово «шапка» связано с картинкой внизу слева? Шапку, шапка, да? Ну, то есть Мономаха, да. Шапка Мономаха, Да, совершенно да, да. верно. Ну, И шапка, уши, суть. Чтоб согреть их чтобы зимой. согреть, чтобы уши не мерзли. Это шапка, это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. На этом все задания нашей программы завершены. Пора подводить итоги. Итоги нашей программы, уважаемые зрители, вы видите на своем экране. Телеканал Шаян ТВ сегодня участникам дарит памятные подарки. Это мешок для обуви, но внутри есть еще сюрприз. Я надеюсь, что самую красивую обувь, которая у вас есть, вы будете носить в этом мешке и вспоминать нашу встречу с теплотой и радостью. Папы, давайте поаплодируем нашим детям. Они большие молодцы, желаем вам удачи. И давайте, друзья мои, уже прощаться, потому что время нашей программы заканчивается. Одевайтесь тепло, берегите свое здоровье. И, конечно, смотрите телеканал Шаян ТВ и программу «Брегаляп Ираник». Учите языки, никогда не забывайте свой родной. До скорых встреч. Пока-пока, до свидания.